Ребята, приветствую всех на своем канале. В этом ролике речь пойдет о катализаторах, вернее о том, почем их можно определить. Выглядят они приблизительно вот таким вот образом. Керамика, внутри соты. Если кто-то не знал, то знайте, катализатор имеет определенную стоимость. Если я не ошибаюсь, внутри он содержит металлы, по-моему, платиновой группы. И их можно неплохо, так скажем, сдать. Каждый автолюбитель, автовладелец или просто мастер, который выпиливает этот катализатор, удаляет отработанный, должен иметь в виду, что этот катализатор можно продать. На этот ролик меня натолкнул один момент. Я их скопил порядка 25-30 штук, и когда их сдал, был довольно-таки приятно удивлен. В этом ролике я точно так же хочу собрать несколько катализаторов и поеду их сдавать. Как я их буду сдавать, весь разговор с тем человеком, который их принимает, я постараюсь узнать, что он содержит, каждый катализатор и так далее. То есть как можно больше информации. Сдавать я буду 3 катализатора. Первый катализатор — это автомобиль Volkswagen Passat. Второй с дизельного, катализатор, даже не катализатор, а скорее всего это будет сажевый фильтр. И третий катализатор будет с нашего обыкновенного ВАЗа. Итак, практически в каждом автомобиле каталитический элемент находится в начале выхлопного тракта. И как я уже говорил, сдавать будем 3 элемента. Это с автомобиля Volkswagen Passat сажевый фильтр с дизельного автомобиля и с обычного ВАЗа 16 клапанов. При сдаче ВАЗовского будем сдавать и каталитический элемент, и также сдавать обмотку. В ней тоже присутствуют какие-то вкрапления. Итак, ребята, мы находимся на месте сдачи катализаторов. Как я уже говорил, будем сдавать 3 катализатора. Начинаем с самого простого ВАЗовского. Сразу вопрос, который интересует. Вот наружная обмотка на нем идет. Наружная обмотка ничего не стоит. Ничего. Это асбест, он используется для уплотнения катализатора, чтобы катализатор в банке не катался. И как температура держать, чтобы банка не раскалялась от догорающих газов в нем. Все, суть ясна. То есть основное это... Это чисто вот только... Вот эта часть. В дальнейшем идет процесс дробления и полной перемолки катализатора до мукообразного состояния. После чего из общей взвеси берется небольшое количество материала и отправляется на пробу. Основные металлы, которые содержит катализатор, какие входят туда? Металлов большое количество. Нас интересует платиновая группа. Это платина, палладий и родий. Платина, палладий и родий. Но не всегда и не во всех катализаторах присутствует 3 элемента. Это получается уже с вот этого вот пакетика будет браться проба и определяться, что там. Как бы катализатор перемешан, раздроблен, полностью он состоит сейчас как однороден. И достаточно вот этой пробы, чтобы произвести анализ. Все ясно. Еще раз пробы по ходу. Автомобиль ВАЗ, дизель и Volkswagen Passat. Да, вообще ваша фирма, скажем так, на город Челябинск ориентируясь, сколько приблизительно в день катализаторов вы принимаете? Ну, по-разному. От активности. В среднем? В день, ну, 10, 15, 8, Понятно. 6. Как бы день на день по-разному бывает. Ну, в среднем 10 катализаторов сдают. Ну, Где-то так. Приемок катализаторов по области, я уверен, много. Достаточно. Приемок и перекупщиков ездит много.
которые потом все же и также едут либо к нам, либо другие конкурирующие организации сдают уже. Ну, я так понимаю, у вас фирма все-таки более-менее серьезная. У нас она как бы федерального значения идет, у нас много филиалов по стране, Мгм. как бы, и Всё. уже более 12 лет занимаемся. Все понял. То есть, если, так скажем, сдавать по нашей области, у вас будет самая, так скажем, дорогая цена. Ну, я так думаю. Как бы, ну да. Возможно. Все понятно. Все, пробы на анализ. Значит, перемолотые пробы уже устанавливаются на анализатор. Это вот такое вот устройство. Вот так ставится сюда. И То есть, прям в пакетике без проблем, да? да, пакет специально делается такой тонкий пакет из тонкого полиэтилена для того, чтобы минимальные были погрешности в измерении. Потому что материал должен максимально быть соприкасаться с анализатором для того, чтобы более точный был показатель. И запускаем эту программу на компьютере. Вот она у нас. Процесс анализа долгая процедура. Для определения одной пробы по регламенту уходит до 9 минут. Мгм. Стреляется каждая сторона. Вот мы сейчас положили одной стороной, и сейчас будет делаться 3 анализа по этой одной стороне. Потом мы ее переворачиваем, делаем еще 3 анализа по другой стороне. И третью сторону переворачиваем и делаем еще 3 анализа по той стороне. Это для того, чтобы максимально исключить погрешности, которые могут быть при перемоле, недомоле или еще как-то. И мы эти показатели вносим в лист анализа. Здесь мы берем вашу, ну пока анализ идет, да, мы работаем с листом анализа. Берем ваши данные, вносим порядковый номер, он уже здесь стоит, пишем имя клиента, в данном случае Виктор. Вы, наверное, с какого-то региона, да? Троицк. Троицк, Виктор, пишем Виктор. Челябинская область. Троицк. Дальше, здесь в листе анализа указывается биржевые данные на текущий период времени, на сегодняшнее время. И курс евро относительно рубля. Это для того, чтобы правильно рассчитать катализатор. Здесь мы указываем марка авто, пишем Volkswagen Passat. Ну, здесь вот мы марку указываем. Здесь же пишем пробег, все технические параметры от данного катализатора, который относится к этой машине. Это для того, чтобы ввести внутренний учет стоимости, средней стоимости катализатора, потому что по каждой машине еще фиксируются в дальнейшем статистические данные, чтобы когда к нам обращаются клиенты и спросили, сколько стоит катализатор, мы могли им дать разбег цен, что вот в данном случае Volkswagen Passat будет стоить, но сколько будет он стоить, мы сейчас посмотрим дальше. Какой металл более дорогостоящий? Согласно вот биржевым котировкам, тут очень наглядно видно, что самый дорогой металл у нас это родий. Родий. Да, но его, как правило, не всегда в большом объеме напыляют на катализатор. Больше всего, конечно, используется палладий. Платина, она такая более сопутствующая. Поэтому дорогой родий, но средний показатель всегда, и даже здесь вот очевидно, да, видно, что платину не все добавляют. В корейцах тоже там платины, как правило, нет. Я про корейский автомобиль. Европейский очень редко, а в основном весь спектр данных категорий групп металлов это Япония. Япония, она добавляет практически все. Японцы не жалеют. Да, и если японец еще экспортирует свою продукцию на американский рынок, то там они значительно выше показателей катализатора. Потому что там условия требования на внутреннем рынке очень высокие к экспортерам. Ну вот, дальше мы смотрим и смотрим, насколько у нас средний показатель отличается от первого анализа. Ну пока прибор вот сейчас анализирует, у него стоит рентгенофазовая трубочка такая, он стреляет рентгеновым лучом и по обратной связи, по спектру металла
определяет его по плотности, его определяет именно, что там находится. Как видно, здесь из анализа видно, что дальше идут хром, магний, феррум, цинк и прочие металлы. Ну и сразу же по таблице видно, что стоимость катализатора, вот здесь вот, может увеличивать уже, стоимость за килограмм составляет 7389 рублей. С учетом вашего веса 710 грамм, стоимость этого катализатора будет 5246. Да, довольно-таки весело. Вот. И теперь мы этот лист анализа распечатываем, отдаем один клиенту, один оставляем у себя. А все-таки главное предприятие. Главное предприятие это Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Да, откуда все и произрастает. Туда весь материал со всех филиалов стекается, и дальше уже они определяют, что в дальнейшем с ним делать. Наша задача здесь правильно принять, не обидеть клиента, чтобы клиент ушел довольный. Вот и всё. Но не все бывают довольны, некоторые, так скажем, завышают свою оценку. Но мимо бочки и мимо этого анализатора, как говорится, мышь не проскочит. И Ну понятно. здесь самообмануться только может клиент. Вот и все. Мы его Самый дорогой материал, катализатор, с какого автомобиля вы принимали? Лично принимал самый дорогой, это был Infiniti американского рынка. И он стоил 36 тысяч килограмм. Ребята остались довольны, все были в шоке, конечно, потому что у нас такие показатели очень редкие, и таких машин в России тоже мало. Вот. Но он показал себя во всей красе. И на сегодняшний день это пока у нас не превзойденный рекорд. Только редкость такого транспорта. А хорошие машины, это у нас класс все Subaru, практически все, кто на рынке присутствуют, за исключением азиатского рынка. Сразу предупреждаю, что если машина с азиатского рынка, то там напыление катализаторов равносильно тому, что у нас напыляют в России на наши машины. И даже может быть хуже. Поэтому не надо тут иллюзии строить по поводу того, что я пришел с Субариком, и он у меня праворукий. Но он праворукий также и в Сингапуре может быть, и на том континенте. Поэтому тут не все так просто. А вот если он европеец, если он американец, если он еще STI или VRX, то, ребята, готовьтесь к цифре там 15-20 тысяч рублей за килограмм. Это такие показатели, а то может быть и выше. Сразу хочу отметить, что если машина на газу, то показатели могут быть ниже. Потому что все катализаторы, которые изготавливаются для бензинового двигателя, они не изготавливаются для газового двигателя. Поэтому, когда ставят газ и ездят на старом катализаторе, то процесс разрушения и уменьшения наличия драгметалла в катализаторе возрастает с каждым километром. Поэтому грамотно, если кто-то удаляет катализатор и ставит газ, это самое правильное. Некоторые удаляют на новых машинах, тоже правильно, и ставят на газ, то тогда они увеличивают себе как мощность двигателя, сокращают расход топлива, но и продлевают жизнь двигателя, потому что катализатор, он все-таки, как ни прискорбно, это лишняя деталь в автомобиле. Да, душит она его, как ни крути, согласен. Ну вот сейчас, пока мы общались, Шкода Октавия, мы ее сейчас усредняем и смотрим. Вот видите, а вот в Шкоде Октавия, пожалуйста, это вот показатель европейца. Здесь наоборот присутствует платина, вот так чтобы наглядно было. Платина есть, но ни палладия, ни родия не оказалось. Вот. И получается цена за дизельный 6398 получаем. Volkswagen Passat 5246. Хотя Passat стоит дороже, но в силу того, что дизельный катализатор имеет больший вес, цена выше. Итак, в целом катализаторы мы сдали на 13 тысяч рублей. Катализатор с автомобиля ВАЗ. Цена его с учетом веса 1349-1350. Дизельный катализатор 6398 с учетом веса. И с автомобиля Volkswagen Passat 5246.
Ссылка на сайт ребят будет обязательно в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи!